Терек. Уже в самом этом названии есть что-то мужественное и суровое. Седовласый Казбек, немой свидетель его рождения и его вечной борьбы. Терек — еще не прочитана до конца история маленького горного края моей Осетии. Многое он мог бы рассказать о Дарьяле, о царице Тамаре. Помните, как у Лермонтова? И глубоко внизу чернее, как трещина, жилище змея, вился излучистый Дарьял. И башни замков на скалах смотрели грозно сквозь туманы. У врат Кавказа на часах сторожевые великаны. Песни и легенды слагали горцы о Тереке, о его силе, его горьких дарах. Он смывал до основания драгоценные клочки земли горцев и заваливала их камнями. Но человек снова и снова отвоевывал у реки свою землю, и она, обильно политая потом, давала ему новые силы для борьбы. Люди научились использовать даже недобрые дары Терека. Из камней строили изгороди, и вот такие дома. Заставляли Терек крутить жернова своих мельниц. Здесь всегда жили мужественные и трудолюбивые люди. Они любят землю своих отцов, где каждый камень напоминает о суровых днях борьбы за свободу. Орден Герой революционного движения, один из первых орденов советской власти, украшает грудь Ибрагима Кантемирова. Эти почтенные горцы могли бы рассказать о далекой горячей молодости, о гранитных дарах Терека, которые складывались в боевые башни и вставали над гробьями на могилах павших бойцов. Прекрасны горы. Но вслушайтесь в эту песню.
горе и разрушение. Вот он, Терек, страшный в своей неукротимости. И по сей день нет-нет, да и вырвется Терек за каменные берега. И тогда людям вновь приходится ощутить его дикую силу. Он мог покориться только титаном. Могучее плечо плотины преградило бег Терека. По 8-километровому туннелю, пробитому в скале, воды реки поднялись на гору, чтобы с 300-метровой высоты вновь ринуться вниз. Эзмин-ГЭС стала самой мощной гидростанцией на Тереке. Тысячелетия ненужным грузом лежали эти камни. Лежали, пока человек не вдохнул в них вторую жизнь. Несметные богатства, принесенные Тереком, наконец обрели своих хозяев. Первенец новой пятилетки — Нагирский щебеночный завод «Автомат». Вступив в строй в 1966 году, он ежегодно будет давать 400 тысяч тонн ценнейшего строительного материала. Не парадокс, это реальность. Скалы, которые сотни лет разрушались Тереком, вновь поднялись в массивы жилых корпусов. Люди одели в бетон берега Терека, разбили рядом с ним парки и тихие пруды. Как это не похоже на Терек, но это Терек, который дарует теперь радость, покой и красоту. А рядом бесплодные степи, владения суховеев и перекати поля, еще совсем недавно жадно глядели на Терек. Далекой и близкой. «35 лет назад первая дамба остановила это безмятежное путешествие. Николай Кузьмич Беспамятнов вместе с первостроителями Алханчуртского канала начал бороться с бурным Тереком. И Терек покорно послал свои воды в плодороднейшую Алханчуртскую долину. Более 100 тысяч гектаров полей, садов и виноградников Осетии, Чечен и Ингушетии получили живительную влагу.
Но много еще оставалось земель в Предкавказье, где хозяйничали песок и суховей. Пустыня и вода, они пока не знакомы друг с другом. Но вот между ними стали люди, вот их визитная карточка. А вот и момент знакомства. Это был первый в истории отечественного гидростроительства направленный взрыв. Волею советских людей Терек был остановлен плотиной, самой мощной на Северном Кавказе. Головное сооружение Терско-Кумского растительного канала оснащено современной техникой и автоматикой. Оно регулирует уровень воды в канале в зависимости от потребностей сотен тысяч гектаров орошаемых теперь земель. Эх, Терек, Терек, о твоей неукротимости слагались легенды и пелись песни. Но, видно, сильна эта девичья рука, если она так легко играет бурными твоими потоками. Терек начинает свой новый путь. Путь к полям 4 республик Северного Кавказа: Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечено-Ингушетии. Но большую долю воды Терско-Кумский канал несет землям Ставрополья. Земля и вода, познав друг друга, подарили миру новых героев. Харитон Андреевич Албегов, знатный хлебороб, герой социалистического труда. Его звено известно далеко за пределами Осетии. Нартхор, зерно нартов, легендарных богатырей, предков осетин. Так называют в Осетии кукурузу. Она требует огромного труда, труда поистине богатырского. Эти люди любят землю, а земля любит тех, кто понимает и чувствует ее дыхание, кто прислушивается к ее пульсу. И эта свекла тоже дар Терека. До орошения на Моздокской земле собирали не более 60 центнеров с гектара, а в этом году, как утверждает бригадир колхоза «Знамя Ленина» Федор Андреевич Кваша, земля даст не менее 200 центнеров. Вода Терека и новая техника постоянно преобразуют облик колхозных полей.
Кажется, нехитрую штуку придумали механизаторы. Приспособили к дождевальному агрегату автоматический щит, задерживающий воду для водозаборника. И результаты оказались отличными. Один тракторист поливает за смену вдвое больше, чем это делалось раньше 2 работниками. А общие итоги подведет осень. Золотой порой называют поэты осень. Но не только за цвет листвы. Щедро одаривает земля человека золотом своих полей и садов. Осень. Пора изобилия. Бархат, как говорят у нас в Осетии. Растут горы конопли на Бесланском пенькозаводе. Может быть, вот такое яблоко попадет в руки ребенка где-нибудь за полярным кругом, и он будет радоваться не меньше, чем те, кто его вырастил. Сколько еще фруктов и овощей дадут воды Терека, напоившие солнечную землю Северного Кавказа. Эта свекла выращена на орошаемом участке бригады Федора Андреевича Кваша, с которым мы встречались на поливе. Гигантские размеры корней превзошли все ожидания. Главный агроном колхоза «Знамя Ленина» Александр Неткачев считает цифру 200, о которой говорили раньше, явно заниженной. По всей вероятности, урожай будет не менее 250 центнеров с гектара. Вереницы машин тянутся к Дегорскому сахарному заводу не только с полей Осетии, но и Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии. В 55 секунд и еще 3 тонны свеклы оказались на самой вершине горы из сладкого корня. А с хозяевами этой земли мы уже знакомы. Довольная улыбка не сходит с лица Харитона Албегова. Земля, которую обильно поливали все лето, дала щедрый урожай богатырского зерна. — 120 центнеров зерна с гектара. Это не так уж мало. Осенью хлебоприемные пункты Осетии превращаются в устье золотых потоков. Кукуруза отправится отсюда во многие районы страны, чтобы весной вновь зазеленели поля, чтобы люди получили десятки ценнейших продуктов. Земля должна отдохнуть и набраться сил к будущей весне, но отдых отныне будет активным. Воды Терека напоят ее. О том, как это лучше сделать, думают десятки гидротехников, представителей новой профессии, которую подарил людям Терек. Одному из них, главному гидротехнику колхоза Красной Осетии Василию Степановичу Бакланову, мы и предоставим слово. Наш колхоз занимается орошаемым земледелием с 1958 года. Вначале мы поливали маленькие участки, но сейчас мы поливаем уже до 2500 гектаров. К 70-му году мы будем поливать не менее как 3500 гектаров, или до 60% всех пахотных земель, имеющихся в колхозе.
Наши поля изрезаны многочисленной растительной сетью. Вся она построена инженерно. На ней много построено мелиоративных сооружений. И это, в свою очередь... Решения майского пленума ЦК партии стали боевой программой для тружеников колхоза «Красная Осетия». Земля, политая водами Терека, дала урожай озимой пшеницы по 28, а на отдельных участках по 36 центнеров с гектара. На неполивных же землях урожай озимых не превышал и 16 центнеров с гектара. До 25% прибавки урожая дает осенний влагозарядковый полив. Вот почему с утра и до ночи гудят бульдозеры и поливочные агрегаты на полях хозяйства. Влагозарядковым поливом в моздокских степях занимаются почти все хозяйства. Это нужно, это выгодно. Теперь об этом не спорят. Воду вносят на поля всеми доступными способами. Новейший навесной насос. Он работает от трактора «Беларусь» и может поднимать воду на 7-метровую высоту. С помощью этого насоса воду можно брать прямо из реки и с командных высот самотеком пускать на поля. Итак, позади сотни километров пути и сотни полезных дел. Терек стал благороднее и величественнее. И немало еще богатств подарит он людям, прежде чем прибежит к морю Каспию. Расступись, о старец море, дай приют моей волне. Погулял я на просторе, отдохнуть пора бы мне.